Всем здравствуйте! С вами Эльвира из Америки. Жаптапор илиже пагалам елташлак тындандане Эльвира Америка гач. Многие люди спрашивали меня, почему я решила уехать из Мариэл. Что же меня сподвигнуло сделать это? Сегодня пришло время ответить на этот вопрос. Шукан йодан улада молан май мари элам коден кайнам. Мо моем таратен тидамышташ. Таче мой тендан йодышланда вашмутум поэм. Мы уехали сначала из Мариэл, Йошкар-Олы, а потом из Москвы в декабре 2002 года, когда мне было 32 года, и события, произошедшие именно тех последних 9 лет жизни в Мариэл, до того, как я решила уехать, сыграли большую роль. Если бы всех этих историй не было, то и говорить сегодня мне было бы нечего. И сегодня достаточно свидетелей тех дней, кто может подтвердить все это. Да и сами некоторые герои живы, здоровы. Я думаю, они будут счастливы, а может нет, услышать снова эти истории и вернуться к тем годам в своих воспоминаниях. Почти в начале 90-х я переехала в свой район, где нашла работу как учителя музыки в одной из сельских школ. Год проработала и, увидев разницу зарплаты между специалистами со средним специальным образованием, что, в общем, было у меня, и человека с высшим образованием, я решила поступить на педфак заочного отделения в Марийский государственный педагогический институт, чтобы улучшить свое финансовое положение в будущем. Экзамены были в сессию и межсессионные. Межсессионные – это для того, чтобы разгрузить нагрузку в сессию. Все, кто учился на заочном, знают, что это такое. Конфликт между завучем школы и мной произошел, когда я сказала, что в субботу поеду сдавать экзамены межсессионные. И по учебному плану в школе никаких мероприятий на субботу, в этот день, когда я должна была ехать сдавать экзамены, ничего не было. Но как только я поделилась с завучем с радостью о начале своей учебы в высшем учебном заведении, об экзамене, так, по словам завуча, откуда-то сразу появилось мероприятие по плану. В общем, тогда я поняла, что мне придется тяжело, и мне придется выкручиваться в этой ситуации. Увидев и поняв настроение завуча, я, чтобы только успокоить, сказала: ладно. Но у самой в голове созрел план, и что я сделала, это написала заявление на имя директора школы с просьбой предоставить 1 день отпуска за свой счет на сдачу межсессионного экзамена. Таким образом, легально я себе предоставила алиби на случай отсутствия на работе. Но я промолчала директору школы о разговоре с завучем. И выходные, прошли очень быстро. И когда я вернулась в понедельник на работу, то на доске объявлений я увидела приказ директора о строгом выговоре. Не просто выговоре, а строгий выговор с занесением в трудовую книжку. У меня тут сразу же возник вопрос: это ж сколько тут уже нарушений трудового законодательства. Во-первых, в трудовую книгу никакие взыскания не записываются. Там только дата поступления и увольнения на работу и по какой статье. Второе, я написала заявление, которое директор сам подписал, и он никак не мог подобным образом наказывать меня. Пожурить они меня могли, что я так умно обошла их обоих.
Но наказывать... Я, конечно же, пыталась поговорить, возразить, но, к сожалению, ничего не получилось. В общем, от всего происходящего тогда я начала очень сильно переживать, и причем не могла ни есть, ни пить, ни спать. У меня прям все валилось из рук. Мне было настолько тяжело сконцентрироваться на работе в такой обстановке. И у меня начался, знаете, стресс. Пошла крапивница, я расчесала себя очень сильно в области низа живота и верхней части бедра. Обратилась я тогда к врачу районной больницы, и который дал мне направление в одну из дневных стационар города Йошкар-Олы, где, в общем, лечили стресс и депрессию. Стационар был дневной, давали медикаменты, вроде как бы спишь, все как бы проходит. Опять же, просыпаешься, проходит некоторое время, и переживания продолжают. В общем, я поняла, что все эти медикаменты, они ничего не значат. Я тогда начала, знаете, молиться, и причем очень крепко. И, безусловно, молитвы помогли, но помня о том, что Бог помогает тем, кто помогает сам себе, я тогда решила поговорить с одним юристом, чтобы как-то разрулить эту всю ситуацию легально. И после я пошла в Министерство образования Республики Марий Эл и попала на прием к самому министру образования Республики Марий Эл. Это было под конец рабочего дня. В его приемной никого не оказалось, не было. Я, значит, постучалась в дверь, мне ответили, я зашла, предложили присесть и рассказать, что же меня привело. И я, значит, рассказала о том, что ситуация на работе усугубилась после случая, вот, который я уже вам рассказала. И еще то, что мне директор также не разрешает приватизировать жилье. А тогда как раз вот вышел закон о приватизации жилья. В общем, сказала, что если, поговорив с ним, не будет результата, то я встану, значит, должна буду встать с транспарантом «Да здравствует справедливость» перед Министерством образования республики. И если даже это не поможет, то, значит, я приду с сетушкой керосина в его кабинет и сожгу себя. И таким образом пусть, мол, потом народ Республики Марий Эл и России дадут оценку ему и его работе. Конечно, я совсем не собиралась брать грех на душу и не пошла бы на такой безумный шаг, потому что на руках у меня была малолетняя дочь, и позволить из-за кого-то лишить мою дочь матери никогда на свете, не для этого меня мама родила. Но я тогда была очень сильно расстроена и, в общем, сказала, что сказала. В общем, и, конечно, от моих слов министра всего передернуло, он покраснел и сказал: «Ой-ой, Момтагаем Кутрет, что ты такое говоришь?» Тут он сразу же вызвал по телефону заведующего юридическим отделом и попросил, в общем, его посодействовать мне в решении всех проблем. Мы с заведующим юридического отдела перешли в его кабинет, и я написала заявление, где объяснила все произошедшее. И мне зав. Юридическим отделом тогда сказал, что будем решать проблему. В общем, он меня тогда успокоил, напоил чаем, и я ушла. А через некоторое время я уже после больницы снова вышла на работу. А уже через еще некоторое время зав. Юридическим отделом Министерства образования Республики Марий Эл приезжал в районный отдел народного образования нашего района и прочитал лекцию для директоров школ нашего района с формулировкой «Знание трудового законодательства в работе директоров школ района». И уже после всего этого мой директор школы отменил, значит, своим новым приказом
предыдущий свой приказ за юридической необоснованностью. Оба этих приказа я долгое время хранила, но потом, в общем, с переездами туда-сюда они как бы затерялись у меня. Также директор выдал мне новую трудовую книжку. Эти все события были зимой, весной 1995 года. И скоро после всего этого ситуация как бы изменилась, и мне, как бы сказать, дышать стало ли полегче. Еще были истории, как, например, я, как и все остальные мои коллеги, не получала заработную плату 5-6 месяцев. И я тогда объявила про голодовку, о котором сообщила всем, значит, средствам массовой информации. И в телевизионных новостях и радио Республики Мариэл мое имя также прозвучало. На следующий день зарплату я получила, и я отменила свою голодовку, про которую мне снова пришлось сообщить всем заявленным раньше средствам массовой информации. И до сих пор помню слова диктора Сергеева, который сказал, что «Шордама азалан чизашам оготчике». Перевод, значит, «не плачущему ребенку в рот соску не суют». И после выдачи заработной платы мне выдали моим коллегам по школе, а там мой вирус захлестнул весь район наш, и в итоге многие получили зарплату. Работу я свою любила, заниматься с детьми мне нравилось. Я помню, собрала я хор из поющих и желающих петь, и мы с удовольствием занимались пением. И положительный результат тоже был, но результат администрации школы, опять же, не был оценен. А были слова, что я просто удачлива, что дети оказались очень музыкально одаренными. Конечно, после моего случая другие мои коллеги, некоторые осмелели и начали выступать за свои права против администрации школы. И был даже такой случай, когда подходили ко мне за юридическим советом. Это немножко меня забавляло, потому что я не юрист. И в таких случаях я делилась с номером телефона практикующих знакомых адвокатов и юристов. Но этот факт и другие юридически связанные случаи уже впоследствии, в общем, сыграли роль, что буквально окончив Марийский государственный педагогический институт имени Крупской, уже через 2 года я поступила на юрфак Московского социального университета. А к моменту поступления на юрфак позади уже было 9 судов, из которых 8 я выиграла. И в основном это были, знаете, гражданские дела, и одно дело было уголовное. К каждому суду я очень тщательно готовилась, изучала законы, советовалась с практикующими юристами и адвокатами, искала, в общем, алиби. И тогда я еще поняла, что законом можно, знаете, крутить, вертеть, как только это возможно. И если один закон говорит так, то против этого закона можно найти 10. И единственный суд, который я проиграла, это был суд против районного отдела народного образования, потому что я не последовала субординации. И дело было, в общем, о выплате детских пособий. Там я имела право по одному из законов, которые я нашла, выискала, вот, на выплату детям. Я этих денег не получала, и мне нужно было начать заново и пройти все эти юридические ступеньки. А потом я уже, знаете, изменила свое решение и как бы плюнула на все это и готовилась, в общем, к отъезду. Но моя бывшая коллега по школе последовала моему примеру, она соблюдала субординацию, и я помню, что она выиграла суд. И еще суд был, в общем, о выплате страхового возмещения. Родители мои дали мне корову. Они всегда, родители, страховали на случай страхового события. И когда страховщик снова пришел страховать коров,
отец предупредил, что одна корова, значит, как говорится, переехала жить из деревни А в деревню Б того же района. Также отец сказал, что застрахует и заплатит за меня, то есть за дочь Эльвиру. И отец попросил страховщика, чтобы в страховом полисе эти все изменения он указал. То есть вместо своего имени Геннадий он указал мое имя Эльвира. И вот, когда корова умерла, моя, произошло, так сказать, страховое событие, и мне пришлось поднять все бумаги, которые все еще были у родителей. И тут я увидела, в общем, все эти недочеты страховщика. Страховщик, в общем, ничего он не сделал, и все страховые полисы, они пошли по-старому, то есть с именем отца и местонахождение коровы, в общем, все было также по адресу родителей. Я тогда спросила отца, и в итоге пожурила его, знаете, за то, что он не проверил страховой полис, доверившись страховщику. А после, значит, я поехала к страховщику в его деревню. Я нашла его дом, спросила его, я говорю: отец тебя известил обо всем, что корова переехала жить в другое место, к другой хозяйке? Он говорит: да. Я говорю: так ты какого тогда лешего вообще ничего не сделал? И мне страховщик говорит: знаешь, вначале я, говорит, забыл, вспомнив, я, говорит, сказала это своему начальнику, типа мне бы переписать, а начальник сказал: ай, ничего не случится, и, говорит, не переписывай. А я ему, в общем, говорю: знаешь что, бери теперь бумагу и пиши все то, что ты мне сейчас сказал. Он, в общем, и сделал, как я его попросила. И мы с ним пошли в сельский совет с его паспортом и заверили его роспись под его объяснительной. На суде, конечно, во время слушания этого дела было очень смешно слушать юриста страховой компании, человека с высшим образованием, о том, что это была наша вина, что мы предоставили неточную информацию. Он, юрист, не знал о расписке страховщика. И судья, когда выслушала ответчика, то есть адвоката страховой компании, а потом меня, и я сказала, что все, что сказал адвокат компании страховой, это все неправда. Что, мол, вот вам объяснительное от страхового агента компании. И судья, в общем, прочитала и через минуту уже вынесла вердикт. То есть возместить по случаю страхового события, то есть выплатить. В коридоре я, конечно, улыбнувшись, адвокату сказала, что ему зря зарплату платят. Через 10 дней мы получили новые бумаги из Верховного суда Республики Мариэл. Компания не согласилась и подала уже на новое рассмотрение, но уже вышестоящий орган, Верховный суд Республики Мариэл. И что вы думаете? Мы с мамой приехали из деревни в город на слушание дела, а адвокат не пришел. И судья тут говорит, что придется отложить. А я говорю: а что, если позвонить в компанию? И судья мне отвечает: пожалуйста, если в течение часа адвокат, прибудет, то слушание возможно возобновить. Я тут бегу в первый попавшийся кабинет с телефоном, звоню адвокату компании и, знаете, с очень представительным таким тоном говорю: вас беспокоит из Верховного суда Республики Мариэл. У вас сегодня слушание по делу. Вы почему пропускаете? Тут какой-то, невнятный ответ, и я ему говорю: мы вас ждем в таком-то кабинете, в таком-то зале, чтобы не переносить на следующую дату. И он такой: хорошо. И приехал уже через минут 20, и слушание, в общем, прошло, и судья вынесла уже на основе решения районного суда, на основе этой объяснительной, возместить страховой ущерб. Получили мы тогда 1 000 000 рублей.
наверное, помните, когда нулей очень было много. В коридоре я снова этому адвокату сказала, что ему пора менять работу. Все это освещалось в районной газете «Заря», и как нужно добиваться своих прав, и освещала это все журналист Бессонова. Также было криминальное дело. Муж, теперь бывший, пошел в магазин, и один неработающий Юка возле магазина, значит, вымогал деньги от бывшего мужа. И в итоге он пришел, муж с подбитым глазом, синяком, опухшими губами. И тут я поняла, что если дело так оставить, то ему придется постоянно ходить битым. И я, значит, для того, чтобы защитить себя, его и нашу семью, потащила, в общем, его на судебное медицинское освидетельствование, и с документами мы подали в суд. И суд вынес решение за эти побои год условно. Но и то, наверное, потому что я опять пригласила на заседание суда журналиста, которая освещала все это на страницах районной газеты «Заря». В конце 90-х я начала заниматься эстрадой. И мне это очень сильно нравилось. Я как-то выступала на фестивале, и причем очень успешно, и меня стали приглашать на разные другие концерты и фестивали. И я старалась искать, знаете, свое место, знаете, в марийском шоу-бизнесе, свой исполнительский почерк. И мне кажется, тогда я нашла. Но не тут-то было. На одном из больших концертов мне выключили микрофон, и мне пришлось идти к другому микрофону. Но номер был испорчен, но я все равно допела. Потом же этот номер, эта песня прозвучала по радио. Я, конечно, была очень сильно удивлена, почему вообще с такими техническими погрешностями нужно было это включать. Но кому-то это было нужно. В общем, я тогда поняла, что это такое шоу-бизнес. Так или иначе, я все равно продолжала работать. Мне это нравилось, как я уже сказала. Искала нужный репертуар, репетировала. И помню, в один день я после очередного концерта шла очень счастливой со цветами. И тут я встретила народную артистку республики, которая была очень плохо одета. В руках она держала, знаете, котомку. И самое ужасное, на ее лице я прочитала такое несчастье. Это было такое неудовлетворение жизнью. Вы знаете, и у меня тут произошла революция в разуме, в сердце. И когда я пришла домой, я уже начала раздеваться. Я снимала колготки, на которых, знаете, дырки были склеены не один раз, потому что у меня не было денег на новые колготки. Вот тут-то меня и прорвало. Я начала плакать и чувствовала я себя такой униженной, не могла понять, ну как же так? У меня есть мозги, у меня есть образование, руки, ноги, свой талант. Все для хорошей жизни, а у меня нет даже денег на колготки. И это так унизительно и оскорбительно, что за всякую ерунду я должна бороться, знаете, как в джунглях. И еще я поняла, что, в общем-то, кроме престарелых родителей, я никому не нужна. Никто не ценит ни мое усердие на работе, и что мое второе юридическое образование, и все суды с положительным вердиктом, они не изменят не только мою жизнь, но и многих. И что всей жизни не хватит мне судиться и искать правду. И стоит ли вот так вот молодость прогибать ради выключенных микрофонов, чтобы потом быть в звании народного артиста, но ходить в обшарпанном таком пальто и не иметь денег не только на колготку, но и на кусок хлеба. Все это привело меня к решению покинуть Мариэл. И я это сделала на пике своей музыкальной эстрадной карьеры.
Также, не закончив юрфак за 3 месяца до получения диплома юриста, в общем, я бросила тогда абсолютно все. Взяла с собой 4 чемодана моих детей, которые были моей материнской обязанностью. Все свое, что мне, как говорится, дал Всевышний, я взяла, и мои родители. И я покинула родное место, где я не чувствовала себя счастливой. Мои родители совсем не были против. Мама сказала, что есть кому побеспокоиться о них в случае чего. Также сподвигло изменить нашу жизнь это прошлые жизненные истории людей постарше меня, которые я слышала. Так я, в общем, сделала соответствующие выводы и решила начать новую главу нашей жизни. Тем более, что и личная жизнь тогда шла, в общем, под уклон. И знаете, тут я хочу вам дать совет вот мужчинам, которые женятся на женщине с ребенком. Если вы женились на женщине с ребенком, никогда не обижайте ребенка от предыдущего брака жены, потому что это убьет ваши отношения с женой, тем самым вашу семью. Даже несмотря, в общем, на все сложности, через которые мне уже пришлось идти уже в новой стране, я не пожалела о том, что я сделала, а сейчас уж тем более. Я, как в романе, знаете, Островского, как закаляла сталь, прилетела сюда закаленная, и когда у меня были проблемы, все-таки было легче решить проблему в стране, где к закону относятся намного серьезнее. Теперь я хочу вам прочитать стихотворение Валентина Гафта. Спасибо всем, кто нам мешает, кто нам намеренно вредит, кто наши планы разрушает и нас обидеть норовит. О, если б только эти люди могли понять, какую роль они играют в наших судьбах, нам причиняя эту боль. Душа, не знавшая потери, душа, не знавшая обид, чем счастье жизни будет мерить, прощение, радость с чем сравнить? Ну как мудреть и развиваться без этих добрых, злых людей? Из ими созданных препятствий возникнут тысячи идей, наполненных добром и светом. И повторю я им 100 раз: спасибо вам за все за это. Ну, что б мы делали без вас? Дорогие друзья, спасибо вам за просмотр моего видео. Делайте выводы, распространяйте мое видео, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой YouTube канал, кто еще не подписался, и думайте, стоит ли быть вам там, где вас совсем не ценят и не уважают. И если Господь улыбнулся и помог вам, то цените эту вашу жизнь и все то, что у вас есть. Будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Пагалам юлташлак, видеом ончмаланда моткошут кугутау, шоназа, кутерза, видеом шараза, шонамашдам шараза, возаза, майн YouTube канал шкем возался. И шоналтаза, молан килеш илаш тушто, кушта тендам огот акла, да огот пагала, и лишь даже вет иктавела. Тажада пелан Лиза, тендандане лин Эльвира Америка гач.